Добрый вечер, Хайрулла Шамлар на АТР Музмузлар в студии имени Джипар. Осман Пашаев. Наш сегодняшний гость Сергей Веселовский. Сейчас он называет себя комиссаром крымских партизан. И сразу первый вопрос. Сергей, а сколько стоит организовать какой-то пикет возле какого-нибудь из политиков, например, который не нравится? Или по поводу какой-нибудь темы? Если это политический пикет, заангажированный, кому-то из политиков интересный, то это, наверное, цена бюджета оговаривается этим политикам с теми, кто исполняет. Мы, когда год назад создавали «Партизан», в принципе, ушли от такого понятия, как политики, проплаченные акции. Поэтому у нас практически не было многочисленных никогда акций, таких вот тысячных, там, двухтысячных, пятитысячных. Мы не ходим маршами, шествиями. Мы, если появляемся, то появляемся в количестве 10, 20, 15 человек. Быстро появились, что-то наклеили, что-то написали и исчезли. То есть вы за идею? Ну, да, вот у меня все время спрашивают, вы против власти, вы против того. Я говорю, нет, ребят, мы за себя, мы за людей, мы за крымчан на самом деле. А крымские татары крымчане? А мы считаем вообще 2 миллиона с лишним жителей полуострова, это один многонациональный народ. Это вообще такая вот общность островная, которая сформировалась за вот эти все годы. Ну, 20 лет независимости Украины – это вообще отдельный случай, когда мы попали в такую вот с вами вместе изоляцию, да, и 20 лет живем вообще изолированным сообществом. То есть от большой-большой родины мы отодвинулись, малая родина нас как бы там давила, душила, как-то постоянно вот издевалась, и поэтому крымчане, хотели они того или нет, Ваша военная куртка – это часть образа сейчас? Ну, на самом деле, я люблю военизированную одежду, я люблю цвет хаки, ну, а сегодня это, конечно, элемент образа, потому что комиссар движения «Крымские партизаны». То есть вы ощущаете, что вы на войне, да, находитесь? Фактически, да. Война-то сегодня идет. Война против кого? Война за людей. Подожди, война против кого? Против кого, не за кого. Да. Ну, если прямыми словами говорить, мы сегодня воюем с оккупантами. Оккупантами и коллаборантами сегодня мы называем, в общем-то, не обязательно это люди по прописке, там, донецкие, янакиевские, макеевские, какие-то угодно. Вот. То есть это люди, временщики, которые появились в Крыму, даже родившись в Крыму, появились у власти здесь, в Крыму, с одной исключительно целью. Пока они свою каденцию здесь исполняют, они должны максимально отжать себе, своим детям, своим внукам. Вы посмотрите, сегодня даже у средней руки чиновников дети учатся в Англии, во Франции, в Штатах. У них тут семей практически ни у кого. Вы это осуждаете, вот это обучение за границей? Причем тут осуждаю обучение за границей? Если человек имеет возможность, это хорошо. Эти люди не видят своего будущего в моей стране. Эти люди ждут того момента, когда вот этот нарыв лопнет, когда народ поднимется, и они только успеют сесть в самолет. Вы были известны очень такими пророссийскими взглядами, и сейчас, наверное, являетесь таким. Если вы называете сталинистом, вы за русское единство? То есть это сочетание вот очень ультракоммунизма, ультрасталинизма с российской идеей, да? Вот, на самом деле я русский интернационалист, причем убежденный интернационалист. Для меня нету понятия такого вот «моя нация» и все. То есть, извините за выражение, но чудаков хватает и среди русских, и среди татар, и среди украинцев, и среди евреев, и где угодно. Как и хороших людей, преданных, искренних, друзей, настоящих, профессионалов, они есть везде. Вот, поэтому я считаю, что нельзя гордиться тем, что ты родился во вторник. Если я, извините, русский, я просто это осознаю. Да, мне это приятно, я чту свои корни, но я никогда в жизни не позволю себе обозвать еврея жидом и крикнуть «вали в свой Израиль». Извините, у кого повернется язык сегодня, допустим, Александра Яковлевича Розенбаума, Андрея Александровича Миронова, Владимира Семеновича Высоцкого обозвать жидами-пархатами? Да ни у кого, потому что это наши родные люди, которых мы все любим. И почему я должен... Крымских татар любите так же? Крымских татар также любите? Ну, у меня друг, крымский татарин, женат на подруге моей жены. Они вместе в одном кабинете работают. И самое интересное, мою жену называют, все заходят по-татарски, здороваются и прощаются, а с Галей Джипаровой, которая жена крымского татарина,
Вот ее обзывают Веселовской, говорят, вот это русская нехорошая, когда вот у Ну, них вот конфликты, вы не понимаете? называйте евреев жидами, однако называйте людей лохотратом, да, привет, ну, быдло, человече. Это я ваше вам- обращение к людям. Вы посмотрите, я когда написал статью под названием «Разговор с зеркалом», я обращался лично к себе. Вот я сидел перед зеркалом и сам себя корил, чистил и ругал. Я шел по своей родной улице, вот я писал статью о своей улице, бывшей Херсонской, сейчас Дмитрия Ульянова, на которой пацаны и девчонки 14-летние спиваются пьяные на вот этих площадках открытых, пьют пиво и энергетики, и валяются тут же пьяные, спят. Понимаете, где люди выносят мусор и бросают его просто на перекрестках в пакетах, а то и без пакетов. Это То есть не вы актуализируете, идея что творить. алкоголизм одна из главных проблем Это сейчас, да? На самом деле я сторонник жесточайшего сухого закона в нашей стране. Может, спасение в исламе? Вопрос, русских? вопрос не в исламе. Нет, православие и ислам в этом плане практически ничем не разнятся. Почему же? Почему же? потому Ислам что- однозначен. Вот. Нет, там все же с одной рюмки начинается. Давайте меня все-таки в ислам не агитировать, вот, потому что я хоть и не очень такой сугубо верующий человек, но я православный, это во мне, это в душе, и я уважаю представителей других конфессий. А И- установление поклонных крестов, как вы считаете, это религиозная тяга, это признак веры, либо что это, либо это политическая... Или это конкуренция за Да. столбить территорию? Вот вы здесь мечеть, Вот. мы здесь крест. Вы знаете, я один раз поехал только потому, и искренне поехал вот летом, когда Джарты дал приказ поломать там людей, Это женщин, Феодосия. богомолец, детей, казаков. Я там был. И очень жестко там выступал, и после этого выступал, и был возмущен, когда меня политическая партия «Русское единство» вдруг осудила за то, что я нехорошо себя повел. Вот. Я их не понял, они не поняли меня. Почему я там был? Потому что крест ставили на пересечении вот, Джанкойской трассы с Феодосией, там, где шли бои. 51-я армия, она оберегала Крым в 41-м, и она же освобождала потом Крым. И там очень много людей погибло за нашу с вами родину. Ну, не только же православные, наверное, погибли, Вот. да? Ну, вопрос не в этом, вопрос в том, что все-таки в то время вообще советские люди, комсомольцы, были атеистами практически все. Но если появляется крест, возле которого человек может остановиться и помолиться, опять-таки я скажу, что я не сугубо православный, который вот будет бить поклоны. То есть, да, в душе я почему, вот, допустим, церковников недолюблю, потому что там сидят и собирают деньги. Вот эти вот свечки, там еще что-то, они торгуют, превратили в лавку храм. Поэтому я Но стараюсь... кресты как символ поддерживаете. Вот, Да, я в храм стараюсь заходить только тогда, когда мне очень плохо или очень хорошо. Митрополит не поддерживал, по-моему, да? Неосвященные кресты Неосвященные, не да. считаются... Ну, я в этом, я не могу сказать, что я вот согласен с Лазарем или не согласен. Это его церковное дело. А мое человеческое, я вот искренне у меня был порыв, я поехал и я осудил руководителей Крыма, которые запрещали это делать казакам. Я А даже- почему вы Меджлис назвали помесью Талибана с Аль-Каидой? Да, я Рифата Абдурахмановича когда-то даже пристыдил у Шустера в эфире по поводу... Его здесь нет, давайте как бы не о нем. Да, давайте о Вот, тех, кто просто, в что студии. интеллигентные люди, что они делают вот в нелегальной структуре, которая вот Меджлис. Потому что, ну, если страна, конституция, есть все, почему не легализовать Совет представителей, вот это, или назвать его как-то иначе? Слушай, ну он же указом Совет президента в представителей. 99 году был легализирован. Как Совет Как представителей при Совет президенте, да. И да. была тогда даже Но- форма его избрания, да, что избирается он на национальном съезде. То есть в этом указе Кучмы было прописано, пусть и коротко, без там, дополнительных Все процедур, члены, все эти все моменты. С члены Меджлиса 99 года автоматически вошли в этот состав. Меджлис можно критиковать, но с 99 года называть его нелегитимным парламентом, ну, это все-таки подстрекательство. Мое Вот мнение, это- хорошо, я не подстрекаю, мое мнение вот лично как человека и гражданина, что фактически создавая Меджлис и Курултай Меджлис и Меджлисы на местах, это фактически параллельные органы власти. Зачем тогда нам нужны советы, зачем нужны исполнительные органы и администрации районные, если у нас для этого уже есть Меджлис, есть Курултай съезд и есть Меджлис. То есть, А у вас есть у самого ответ на этот вопрос? Может, вы как-то пришли к этому ответу? Я считаю, что, в принципе, вот опять-таки возвращаюсь к тому, что я интернационалист. Я русский, но я интернационалист, и я считаю, что крымчане вполне могут, сохраняя свои культурные отличия, уважая культурные отличия друг друга и вместе празднуя
праздники, потому что мы вот Новый год с моим другом татарином вместе празднуем, там, Курбан-байрам, еще что-то. Я к нему прихожу, мы там сидим, что-то такое кушаем. Вот в Крымский дворик на русской мы собираемся, сидим там, бараньи андрикоты едим. Приятно. То есть, понимаете, совместно мы проводим праздники. У нас общего сегодня намного больше, чем того, что нас как-то вот разъединяет. Ну, Ваша яркая акция. Мне просто кажется, что достаточно сложно себя назвать интернационалистом, когда вы считаете, что мы территориально в Украине, однако ментально мы являемся частью, это ваша цитата, частью Российской империи. Да. И что вот украинской власти не удалось сломать российский менталитет. Не российский, русский. Вы Русский даже, понимаете, скажем, русская культура здесь, она, ну, Пушкин потомок африканцев, а он более русский, чем многие вот русские, которые сегодня тут бегают. Вот. Хорошо, а если мы сейчас именно себя представим частью вот, Османской империи, да, вот вы частью Российской империи, мы часть Османской, на одной территории, то что? Ну, Вы как сталинист нас депортируете? Ну, или во-первых, я хочу сказать, что значит как сталинист. Мне единственное, что в сталинизме очень нравится, это эффективный менеджмент. То есть управление, когда вот отсталую несчастную страну в сверхкороткие сроки смогли поставить чиновников так. Я не говорю сейчас о тех репрессиях, там, жестокостях, просто опускаю. Я говорю о том, что каждый чиновник... Вы уходите от имел ответа, Сергей. Да, государственное- депортация Вы- это часть Да. менеджмента. Депортация крымских татар это тоже часть менеджмента. Я не понимаю, зачем депортировали крымских татар. Вы как-то говорили в одной из своих статей, писали, что галичане, что у галичан и у крымских татар есть много общего, одно из которых это они воевали на стороне фашистов. Ну, я вам скажу, что далеко не все галичане воевали на стороне фашистов, и далеко не все татары воевали тоже на стороне фашистов. И я страшно осуждал мусульманские комитеты 40-х, и вот тут я сравнивал их в свое время с Меджлисом, потому что я говорил, ребята, вот, ну что ж вы творите, зачем вот это вот наводите попу на драку, да, устраиваете, зачем вы натравливаете кипение, вот этот чайник постоянно должен бурлить. Зачем это делать? Мне не нравилось, что меджлисовские чиновники, вместо того, чтобы вкладывать получаемые деньги из бюджета, из других источников, в восстановление вот этих вот каких-то поселков, школы и так далее. То есть те деньги, которые поступили, даже из украинского бюджета, их уже было достаточно обеспечить жильем, Хорошо, на работой, какие деньги детскими тогда были садами. построены 15 национальных школ, которые сейчас действуют в Крыму, если не на эти деньги? Ну, это только часть. Это то же самое, что из Киева сейчас получают сумасшедшие деньги на все про все, вот перед выборами прошлыми, сейчас начинают получать. Но вот, извините, когда сегодняшняя власть красиво это называет откаты, распилы, конвертации, это все на самом деле просто завуалировано слово воровство. Сергей, вот ваше метание, вот вы и с Русским единством были, и с Миримским были, и теперь с Кужель, и даже можете сотрудничать, по-моему, сейчас и с БЮТом при необходимости, да, вот как бы, это какая позиция? То есть против власти все союзники Нет, хороши? я с удовольствием или что? общаюсь с разными людьми. Это не значит, что я им как-то предан, верен и все. Когда Сергей Валерьевич Аксенов меня пригласил, он знал мои характеристики, качества, он пригласил меня на конкретное, вот скажем так, дело. То есть мы Вы пошли на дело. тогда бодались с господином Бабенко, Гриценко, Мельником Александром Иосифовичем. Это была та группа, которая вот жестко держала Крым, и которая, по мнению крымчан, была ужасной. А вот вы чувствуете свою ответственность за то, что вот сейчас власть, как вы говорите, оккупанта, вы так назвали эту власть Ну, оккупантов, а да? она-то и не поменялась. Какая разница? Ну, был Гриценко, Бабенко, Мельник командовали. Сегодня Агеев, Константинов, вообще фактически консоль у нас правит Крымом. Вы посмотрите, депутаты повыигрывали, чиновники сейчас, УКСы, кто возглавляет? Бывшие сотрудники фирмы «Консоль». То есть это фирма-пирамида, фирма-банкрот, которая существует и поддерживается только за счет бюджетных вливаний сегодня, где люди нанимаются на работу на месяц-два, потом их выгоняют, гастарбайтеров с Западной Украины, с Молдавии, откуда-то еще берут, платят им копейки, откровенные копейки этим людям, выбрасывают их потом на улицу. И вот эта вот пирамида, вот этот МММ под названием «Консоль», он сегодня правит Крымом. Какие политические амбиции есть у вас? Не лично у меня, а мы вот в своем движении откровенно считаем, что вот наш Крым имеет возможность, вот он разделен на 12 секторов.
Вот у нас есть возможность сейчас найти, подобрать в каждом округе. Мы поэтому в Фейсбуке создали группу, называется «Крымский выбор 2012». Мы предложили, ребята, вот 12 округов, нарезка практически сохранится. Вот в каждом округе, ну, предлагайте нормального человека, вот первый, второй и так далее, вот 10 и потом 220 какие-то там севастопольские. Неужели мы с вами, чтобы не скулить, не жаловаться, что вот Подожди, опять... для этого надо сотрудничать с оппозицией, вот Для сегодняшняя этого- оппозиция, для с этого, ГУТом, с фронтом не СМИ? обязательно. Не обязательно. Нет, вот я с Чтобы фронт- проиграть. с фронтом ЗМИН не общаюсь вообще никак. Вот с Сережей Доценко знаком, он сейчас возглавил «Удар», но по политической вот деятельности мы с ним не пересекаемся никак. Вот. Предстоят выборы, кого будете атаковать? Атаковать тех, кто плохо себя ведет, тех, кто плохо себя ворует. ведет? Вот. Сегодня это партия власти, сегодня это партия регионов. Если завтра президентом станет, а это вполне возможно, вот сейчас после 15 числа там Тимошенко освободят, вот, снимут с нее все обвинения Европейским судом и досрочные президентские выборы. Я вас уверяю, что крымские партизаны, как били Виктора Федоровича, с таким же упоением будут топтать ногами, условно говоря, образно говоря, Юлию Владимировну, если ее люди здесь, в Крыму, будут вести себя так же. А как вам все эти Складывается- топтания Да. необразные, которые происходили? А необразные, я вам просто вот кратко попытаюсь сказать. Я в воскресенье был в Красногвардейске, на своей родине. И очень как раз так вот люди ходили поминальный день, и моя классная руководительница Александра Афанасьевна Диденко, а другие люди подходили ко мне: Сережа, как ты можешь в телевизоре такое говорить про них? Это же бандиты, это же убийцы. Мы, говорит, у себя в поселке даже не можем между собой об этом говорить, нам страшно. Я говорю, почему вам страшно? Ну, если они таких людей ногами бьют и убивают, и в тюрьмы сажают, то что же с нами будет? Понимаете? То есть вот поэтому я считаю, и меня поддерживают наши партизаны, вот, наша задача сейчас номер первая, не первая по рангу, а первая по времени, сделать так, чтобы люди перестали бояться вот воров, бандитов, которые сегодня стали властью. По силам это вашей силе? Конечно. Но Конечно. поддержки вот Мы, никакой как минимум, не чувствуется, мы такой как- массы. Почему как нет? Ну, тем минимум- более на пикеты ходит 15-20 человек, как вы сами говорите. Не надо ходить много. Вот сегодня, видите, пришли там через друзей, бросили клич, поприходили какие-то студенты, там, бабушки. Ну, половина были которые, бабушки, которые... я это которых, мы говорим о пикете дома Сегодня- Агеева. Вот 25 числа мы были на пикете, да? Да. И пришли... И бабушки сказали, что им какие-то обещали работу на непонятные выборах люди. за то, что они придут А на этот вот пикет. кто-то, возможно, и приглашал людей с такими фьючерсами. Вот, потому что я, опять-таки, через соцсети узнал, приехал, поучаствовал, и я оказался единственным. Ну, по видеоряду вы руководили процессом. Да, ну я просто активный такой живчик, понимаете, там, Так от кого и вы узнали? проскочил. Вот, я пришел, когда уже все началось, чуть-чуть опоздал. Вот, и люди искренне пришли возмущенные, но смысл акции был молчаливый пикет, спасибо мэру за. Ну и за что спасибо, люди держали там Давайте транспарант. другую тему, в которой вы Да. тоже засветились. Это когда отправляли землю конверте. в конверте в секретариат президента, по-моему, да? Или, куда? Или в Верховную Раду Украины. Да, Ефремову. Да, это символизировало вот эти выделения 9 тысяч гектаров земли для кедра, да, если я не ошибаюсь? Это... Нет, это 8 февраля должны были депутаты принять во втором чтении закон о земле, вот, о рынке земли. Что мы сделали? Мы вот эту вот землю пытались отправить по конвертам, ложечками. Потом вами интересовалось СБУ после этого. И да? МВД, и СБУ. У меня допрос был под видеокамеру, то есть полуторачасовой допрос, все записали, обещали дать копию протокола, который я подписал, так до сих пор мне ее, к А по сожалению, кедру как-то не дали. невнятны были крымские партизаны. По кедру мы, ну, вы понимаете, я не считаю Страшно нужным... с президентом? Нет. В открытую Я не вступать? считаю, что нужно идти к суду. Вот Батькивщина и фронт ЗМИН 2 раза ходили в апреле под окружной суд и пытались там что-то доказывать. Ну что судья может сделать? Вы видели Вовка, вы видели Киреева. Это ж попки, которые вот исполняют приказ, им уже решение поспускали. А Сергей, хорошо. Почему пассивны были местные жители Алушты? Вот вы, я думаю, вам хорошо известны эти жители. Алушта очень активно поддерживала партию «Союз» Миримского, вот, с которым вы сотрудничали. Да? Почему в ситуации с алуштинскими землями люди массово не вышли? Вот в Киеве массово вышли, и Ахметов отказался от торгового центра, да, на На Подоле. Андреевском спуске. На вот Андреевском я спуске. вам опять повторяю Почему этого не произошло? то, что было в Красногвардейске. То, что мне люди говорили, мы боимся, нам страшно.
Людям Майнаках тоже люди откровенно боятся? страшно. В Майнаках потихоньку поднимаются. Мне вот в группу и в личку пишут ребята, и коммунисты, и другие. Там и Александр Борисович Бурдонов, наш журналист-курортник, постоянно достает. Ребята, давайте что-то с Майнаками делать. Это еще страшнее, чем с Кедром. Почему? Потому что там же все-таки вот эти вот целебные грязи, там это курорт, это санаторно-курортное лечение. Они же, когда шли к власти, они нам рассказывали, что мы хотим сделать Крым жемчужиной Украины. Это будет круглогодичный курорт. Что происходит на самом Ну, деле? никто же сказал, что жемчужина будет для всех. Конечно. Это будет 5-звездочные, 7-звездочные отели, это частные виллы, вертолетные площадки, а все остальные за перевал, пожалуйста, туберкулезники, бюджетники, все остальные. То есть опять колючая проволока. На Медведь-гору уже заход запрещен, уже ребята пытались, уже стоит охрана в камуфляже, никого не пускает. Вот. Так что... За Аюдар. Да? Ну да, да. Поэтому вот я вам говорю, что вот этот зеленый цвет, это уже в принципе, да, но придется нашу землю освобождать. Так может быть, вот Как бы крымских она ни татар запустить за Южный берег? Все-таки во время депортации большинство было из Судакского, Алуштинского, Бахчисарайского региона. Вернуть крымских татар, большинство, которые сейчас по степям Ну, Крыма вы туда, и знаете, как-то ну, они отстоят вот земли, родные все-таки. Я Вот русские пусть предложат. Вот мы, русские, не можем защититься от оккупантов. Нам нужна поддержка крымских татар. Да ради бога, ну... Крымским татарам землю, а вместе защиту. Подождите, ну это уже тогда, знаете, как вот, давайте будем торговаться, называется. Почему да? торговаться? А я говорю, Это- что, это- смысл это торговаться? союзничество. Это наш общий дом сегодня, правильно? Вот. То есть для вас трудно представить русскую инициативу по возвращению крымских татар на Южный берег? Я не об этом сейчас говорю. Я сейчас говорю о том, что каждый крымчанин волен, во-первых, селиться там, где он хочет. Во-вторых, Конституция нам вот эти 6 или 10 соток позволяет, где я могу получить, и по закону есть возможность, вот, там я могу получить. Поэтому для меня удивительно, почему, допустим, человек не может получить кусочек земли, если это можно. Генплан приняли Симферополя, посмотрели, вот там вот зеленая зона, где можно селиться, индивидуальная застройка. Давайте. Барабан включили, раз нет у вас очереди Вам такой. рассказать, почему нельзя? Как же это сделать? коррупция? Нет, Почему я это можно? знаю, почему нельзя. Ну вот, Потому скажем, что в парни Грузии реестры всей земли открытые, да, и поэтому можно четко понимать, где свободно, где нет. А у нас нет этого. Так может нам не пророссийская идея нужна, а такая прогрузинская? Нет, ну насчет прогрузинской, я для того, чтобы понять, что происходит в Грузии, потому что я много читаю как людей с одной стороны, так и людей с другой Я стороны. трижды ездил. Вот, тех, кто хвалит, и тех, кто ругает. Вот, приезжает Саша Челенко, рассказывает одно, Юра Романенко другое, кто-то еще приезжает, третий рассказывает. Я им всем верю. Но я говорю, ребят, вот не могу понять, то ли там все так классно, но на американские деньги, то ли там все так плохо и хорошо только для тех, и кто вот там. А если То ли классно так на американские деньги, на это плохо? российские деньги. Ну, вопрос в том, что когда платится зарплата президенту, полиции, еще кому-то там из бюджета Государственного департамента США, это как-то вот вызывает какие-то вот Все-таки непонятные... Госдеп, да, вот То есть, Госдеп. да, обком, да, Вашингтонский, как всегда. Вашингтонский обком, Вот, да. нет, какая разница, Москва платит или еще кто-то. Вот я честно скажу, мы когда-то с одним товарищем, очень таким русским патриотом, вдвоем сидели на лавочке, еще до выборов, задолго. Тогда он еще не был депутатом Верховного Совета Крыма. И он говорит, Серега, ты представь себе, Россия зайдет в Крым. Мы с тобой никому нахрен не нужны будем. Я говорю, почему? А я, говорит, человек этот, а я ничего, кроме как быть русским и бороться за права русских, не умею. А мы войдем в Россию, и все. А там уже все, мы русские и в России. За что я буду бороться? Не за что. В России не за что бороться. Вот, я же почему и говорю, что на самом деле, вот, не панацея вступление там, в Российскую Федерацию. У нас есть прекрасная была, во всяком случае, Конституция. Я страшно жалею, что Николай Васильевич Багров в свое время не стал президентом Крыма. Все бы пошло совершенно по-другому. То есть вы не были мешковцем, да? Вы были сторонником Багрова в той Я в ситуации? то время был, во-первых, депутатом райсовета, во-вторых, офицером милиции. Я в БЭПе, тогда еще БХСС служил. Вот, и с экономическими преступлениями потихонечку начинал знакомиться со стороны правоохранительных органов. Вот. И самое смешное, я 2 созыва был депутатом в те годы, вот с 90 по 98, когда депутатом было невыгодно быть, когда это не давало никаких дивидендов. Я поэтому без копейки денег, 1 раз студентом, 2 раз уже офицером,
спокойно стал депутатом районного, потом городского Ну что вы совета. сейчас, Сейчас живете? Вы выгодно вы, да, постоянно депутатам. вот в акциях, в какой-то борьбе. От каких доходов? Пишу. Иногда вот было время, когда я просто вот днем что-то такое делал, по ночам Что-то отспался такое, потом. что? Ну, общественное. А по ночам таксовал, и не стесняюсь этого. Я спокойно работал вот в городе, ездил. 200-300 гривен за ночь я привозил домой. Сейчас не работаете Вот. таксистом. Но сейчас пока нет, потому что вот, К скажем выборам так, готовитесь? есть, да, откровенно готовлюсь к То есть вы выборам. будете выставлять свою кандидатуру по мажоритарному округу? Мне действительно, мне предложено было от нескольких политических сил. От каких? Не хочу говорить, потому что я их обижу. Вот. Я принял решение, принял от их, скажем так, человеческую поддержку именно представителей крымских этих политических сил. Сказал им огромное спасибо, поддержите морально, будет здорово. А Вот. как это поддерживать морально? Ну, Морально это- хотя бы политические партии эти не будут работать против мажоритарщика крымского партизана Веселовского. Морально это когда очень небольшие деньги, да? Нет. И не будут выдвигать своих кандидатов. Тем более сегодня это очень хорошо, потому что, смотрите, запретили одновременно и в Список и туда. мажоритарный округ. А У по всех какому партий округу вы дефицит. можете идти? Мне с ребятами мы проговорили, скажем, рот раскрывать на весь Крым трудно, поэтому для начала мы берем как базовый первый избирательный округ. Это в Симферополе. Это да? центральный железнодорожный район города. Вот. Деньги будем собирать всем миром. Там 13 тысяч гривен, это взнос в ЦИК. Вот. Их мы будем собирать, потому что принципиально не хотим брать ни у кого денег, чтобы ни от кого не зависеть. Ни один политик не получит из крымских партизан лоббистов. С казачеством сейчас сотрудничаете? М? С казачеством, с казаческими казачьими организациями? С организациями нет. В партизаны заходят вот многие ребята в открытой группе, не в отряде, а в открытой группе. У нас представители есть там какая-то Батькивщины, Союза, Юрченко от казаков есть, Першиков, по-моему, в открытой группе. Но это не значит, что это партизаны. Это значит, что это люди, сочувствующие, поддерживающие, интересующиеся. А отряд это кто? Это закрытая группа, Отряд да? это совсем закрытый, это журналисты, аналитики. Это такая масонская политологи. ложа в среде Нет, это люди, партизан. которые, в общем-то, больше думают, они, к сожалению, не могут участвовать в полевых акциях. Так сложилось уже исторически у нас, что полевиком, к сожалению, могу быть только я, никто другой не хочет. Так что То есть на вас миссия такая, полевая миссия. Да, хорошо, хоть не кухня. Вот. Поэтому ну, мне приходится быть спикером и комиссаром, но командира у нас нету. Вы сопредседатель движения антифашистов Крыма. Кто такие фашисты в Крыму? Против кого это движение? Вы понимаете, вот движение антифашистов создавалось в преддверии 9 мая в прошлом году, тогда вот, когда мы во Львов ездили, рассказывать львовским людям, ветеранам, что не все так плохо и что есть кому все-таки напомнить о Дне Победы. Ведь люди плакали на Холме Славы, когда мы развернули... Кто вот это фашисты в Крыму? Фашисты в Крыму, ну, это образ. Ну, нету такого вот политическое течение, фашизм, да, это только вот Муссолини, Италия. Для нас, для нашего поколения, для старших поколений, слово «фашист» — это более значимое и более понятное, чем нацист, националист, там еще кто-то, национал-социалист. Это вообще люди не особо понимали. Мы о национал-социалистах знали только из фильма «17 мгновений весны», где там характер нордический, там то-то-то, член национал-социалистической партии. Там, тра-та-та. Попробуй в третий раз. Кто в Крыму фашисты? В Крыму, В Крыму, да. Вы же Ну, лидер антифашистского движения в Крыму? ну вот... Или вы лидер... вы против того, чего нет? Ну, на самом деле, попытки вот ребят из «Свободы» сюда проникать, там еще каких-то вот этих вот нацистов, причем интегральный национализм, который украинский пытается сюда залезть. Ведь мы-то во Львов поехали первый раз, а с 92-го года, я еще, будучи офицером милиции, мы встречали вот поезд дружбы с Хмарой и с другими господами. И я стоял как раз в оцеплении с пистолетом. Ну, это прошлое, это далекое прошлое. Это, Сейчас. это постоянно. Вот. Ну, вспомните нашего евпаторийского, вполне русского мальчика Эдика Леонова, который сейчас Эдуард Леонев, депутат областного совета Тернопольской области. Парень совершенно поменялся. Если 3 года назад он на меня в драку лез за то, что я его бандеровцем обозвал, Мгм. и по-русски мне кричал, какие мы бандеровцы, ты что, гад,
такое, не оскорбляй меня, то сегодня у них уже все поменялось. Они уже, да, мы бандеровцы. Мы бандеровцы, мы шухевичевцы, мы... С вами такие политические метаморфозы не могут произойти, если вы придете ко власти. Я, во-первых, ко власти не приду, я как та щука в пруду, которая там плавает, чтобы караси не спали. То есть это для вас такой фан, да, вот развлечение? Пикеты эти, да. Ну, что значит? Ну, выдвигать кандидатуру свою заранее. Ну, какой вы месседж даете даже потенциальным сейчас избирателям? Да? Я просто иду на выборы, Очень чтобы просто. не прийти Нет, к власти. на самом деле я пытаюсь объяснить, что вот у нас в Крыму 12 округов. У нас вполне найдется на весь Крым 12 непродажных, неангажированных, нормальных людей. Вот Осман Пашаев может пойти, допустим, Спасибо, по я Белогорскому району, по Сама Бахчисараю. Юлия Я, Рудя. да, я Вот. посижу здесь. И вот. крымские партизаны объявят о том, что мы поддержим, это наш товарищ, которого мы искренне поддержим. И мы поддержим любых людей, вот кого люди сами там предложат и скажут, мы готовы за А него как вы, бесплатно какие работать. критерии нормального человека, ненормального, Да, да, фашиста, вот. не Мне тоже фашиста? Человек, который любит Крым. Человек, который не будет работать на... Мэр Агиев тоже любит Крым. Ну, он его плотоядно любит. А вы, А как вы любите? только Для ботанических, себя. Он его для себя любит, а не для Крыма. Он его любит кратковременно, понимаете? Вот временщик любит так. Быстро пришел, Пришел, полюбил. отлюбил, взял все, что можно, и убежал. Еще требует взамен оргазмов и преданной любви от А как крымчан. готовы любить вы? А мы... Платонически, с безвозмездно? долгими предварительными Безусловно. Да, и потом обниматься и курить вместе, да? Нет, на самом деле мы хотим вот, видеть Крым нормальным, спокойным регионом, в котором нету конфликтов, в котором есть экономическое развитие человеческое. Вспомните, что было в Крыму и что сегодня Вот есть. вы говорите экономическое развитие, да? Вот хотят сюда турецкие бизнесмены прийти, а вы их называете агентами как там, Спецслужб спецслужб Турции. турецких. Да? Ну, Вот как это- бы. Тех даже не, ту немногочисленную группу бизнесменов, которые есть, уже обозвали. Как же вы будете реагировать на... Если турецкий бизнес, который умеет делать, например, курортную инфраструктуру, да? Но все признают, что она одна из лучших в мире. Она обгоняет даже испанскую, да, вот. По качеству сервиса. Ну, я представляю, какие вопли начнутся вот от таких людей, как вы, если придет крупный турецкий бизнес. То есть это будет подозрение не только... А тут разницы нету, национальность бизнеса. Деньги, говорят, не пахнут, да, и не имеют национальности. Если Думаете? Вот. Если люди приходят и получают в аренду, как в той же Турции, пришел, ему дали кусок в аренду, платит арендную плату. Он нормально, спокойно ведет этот бизнес, платит налоги. Вот. И сами же турки не хотят сюда идти, как и другие бизнесмены, потому что он приходит к условному там Саше, а Саша говорит, так, вот сколько ты хочешь вложить в канализационную систему? 100 миллионов евро? Тот говорит, да, так, 50 миллионов вот сюда налом, и 50 я тебе разрешаю инвестировать в Симферополь. Почему российские бизнесмены приходят в Крым? Да с теми же проблемами столкнулись. То есть они российские готовы бизнесмены. платить Все откаты? готовы. Нет, никто не хочет. Российский бизнес, насколько я слышу от своих знакомых и товарищей, они говорят, ребят, с вашими украинскими чиновниками и политиками за один стол переговоров садиться нельзя. Врут, слова не держат, и вот в глазах счетчики дай, дай, дай. То есть в России не так? Да, не знаю, как в России. Вот почему я и говорю, ребят, я люблю Крым, я хочу, чтобы в Крыму все было хорошо. Спасибо Без- за участие в нашей программе. К сожалению, время подошло к концу. Это был Сергей Веселовский, который любит Крым не плотоядно и верит, что здесь можно найти 12 порядочных людей на предстоящие осенние выборы. Мы с вами прощаемся до следующей среды. До встречи.